Александр, второй отборочный этап в Курганово близится к завершению. Какие ваши впечатления, какие мысли от того, что вы увидели, уровня хоккея, девушек? Каждая команда после первого этапа достаточно хорошо подтянулась, то есть все хотят завоевать первое, второе место, готовились. То есть есть команды действительно, которые провели за этот период 3 месяца достаточно большую работу. Надеемся, что этих звездочек мы в следующем олимпийском цикле увидим уже за сборную России под нашим флагом на Олимпиаде. Курганово уже, получается, второй раз принимает у себя отборочный этап Лиги женского хоккея. На ваш взгляд, насколько изменился уровень отношения девчонок к делу? Видно ли, что действительно хоккей стал частью их жизни, на ваш взгляд? Девчонки, у всех горят глаза, все хотят побольше забивать, все хотят больше игрового времени на площадке. Но тренерам виднее, они ставят свои задачи на матч. То есть сейчас предыдущий матч был даже команды проигравшие, но проигравшие они выходят со второго места, радостно радовались данному поражению как победе. Собственно, это их право. Вы как организатор, что можете сказать о том, есть ли какие-то проблемы, может быть, трудности в подготовке, как вообще работается с девушками? Что на первом этапе не было никаких проблем, второй также проходит гладко. Сейчас на втором сделали также мастер-класс по организации закрытия. На церемонии пригласили синхронисток, то есть сейчас будет 10 человек, маленьких девочек, которые будут показывать, как можно альтернативу найти вместо клюшки и шайбы, одев те же коньки. И может быть в будущем уже нацеливаетесь на то, чтобы провести не отборочный этап, а финальный в будущем? По финальному этапу с руководством лиги ведем переговоры. Данный год первый, то, что запланировано, сейчас менять уже никто ничего не будет. В летний период подготовительный сезона мы постараемся, чтобы сделать и финальный этап в Курганово. И на следующий год, конечно же, Лига женского хоккея наверняка снова приедет в Курганово в том или ином качестве. Однозначно будет в Курганово, будет еще и 2 екатеринбургские команды, как нас заверило руководство спорта Свердловской области. Они предоставят команды, у команд были на этот год свои задачи, пропустили. Но этот год становления, все только узнали о этом дивизионе Олимпийские надежды. И местных болельщиков будет за кого болеть. Однозначно. У них и сейчас есть. Сейчас приезжает по 50, по 100 человек на матчи, то есть интерес проявляется огромный к женскому хоккею. Никита? Вообще отличительной особенностью этого этапа являются игры на площадке. Становится ли это сложностью? Было пару команд, которые сказали, что отличие в первом этапе они играли на маленькой площадке, то есть тактических действий тренера немного не реализовали из своей команды. Также порадовались, кто на Олимпийку перешел, то есть чуть побольше, надо времени побольше подумать, отдать кому передачу. То есть были такие прецеденты, но я думаю, это шероховатости, надо опыт получать как на канадских, так и на олимпийских аренах. Что по поводу травм можете сказать на этом этапе? Пока. Понятно, девочки рвутся в бой, у них есть задача забить, есть задача поехать на финальный этап в Москву. То есть без страха летят на борта, хоть у нас и не контактный вид спорта по правилам, но была одна травма, но все обошлось, все на стадии ушибов, никаких переломов этого и не будет.